Друзья, всем привет! 4 сентября, и мы наконец-то снова на реке. Сенокос мы закончили, Чомор отметили, отдохнули денек. И все, вперед на рыбалку. Как мы видим по воде, вода за 5 дней. За 4 дня получается, да, с крайнего раза вон упала. Насколько упала? На метр, наверное, если не больше. Моя казаночка очутилась на суше. Вот она как упала, все лодки на суше. Вода очень быстро упала. И что самое печальное, я смотрю, у нас мои ерши, которые были в садке, так называемой тюрьме, на берегу. И скорее всего, ну да, конечно, без воды как они проживут. Вот. Ершей 20 был у меня запас. Все они подохли. Потому что вода вот была до сюда, когда я их закидывал. Ну и глянем сейчас. Вот. Кидал ерша на тройничок. В надежде на щучку, на налима. И как мы видим, ерша нету. Или кто-то его стащил. Или кто-то проверил. Об этом только стоит догадываться. История умалчивает. Пусть все так и будет. Все, поехали. Проверим продольники, переставим. Они тоже, вон, смотрю, уже почти на суше высохли. И попробуем поймать сегодня хариуса. И если получится, то покидаю спиннинг в надежде на окуня. Ну, может быть, щучка. Посмотрим. Будет видно все. Отталкиваем лодку и поехали. Раз. Бутылочку видим, пока еще в воде. Друзья, я вам скажу, вода до такого уровня в этом году еще не падала. Пока минимальный уровень. Но до самого минимума еще, конечно, падать и падать. Не знаю, дойдет ли она до такого. Видно будет. Не будет дождей. Может быть, и дойдет. Так, надежды мало, но посмотрим. Плещется хариус. О, воды упало около метра. Последний раз я переставлял этот продольник. Если бы я его не переставил, он бы был уже там, на суше. Ну что, смотрим и удивляемся. Ершей у меня нету, насаживать нечем. Так что просто смотрим. Опа! Это что? Это, друзья, рыбка. Это, друзья, рыба-язь. Отличный язь. Крупный, хороший. Опа. Где-то грамм на 800 как минимум. Так. Взял, друзья. Не знаю, на что взял. Может быть, даже и на ёршика маленького.
Или на червя, или на ерша. Ну тут вроде бы я всех на ершей насаживал. Вот они, дохлые ерши все. Ерши все подохли. И этот яй, скорее всего, хапнул на небольшого ёршика. Прикольно. Так, ну что, проверяем до конца. Видим пустой крючок. Кто-то был, сошел. Может быть, даже это был и налимчик. Ну вот так. Первая проверка. И с рыбой, уже с рыбой. Один язь уже есть. И это радует. Пока ничем не насаживаем. Постараюсь поймать или мальков, или ершей. Потом насажу вечером. Все, едем, проверяем дальше. Так, вот и наша ловушка. Сейчас мы глянем, что у нас там попало, что не попало. Что-то есть. Несколько ёршиков. Сейчас посмотрим. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ёршиков. Ну, хоть что-то будет насадить. Как раз ёрш мелкий, как раз для насадки. Так, а ловушку, пожалуй, я переставлю чуть-чуть подальше туда, к течению. Вода упала. Так, второй продольник. Вообще на мелкоте стал вон. Полметра воды всего. Глянем, было, что не было. Было или не было. Так, судя по натяжке. О, вот и было. Вот, друзья. Налимчик был. И уснул. Вот такой, друзья, налимчик. И там еще кто-то дергает. Опа, ушел. Ушел, был язек. Так, был язек. Ну-ка вернемся к налиму. Вот такой, друзья, был налимчик. Все-таки поймали мы налима. И, к сожалению, он уснул. Пахнуть не пахнет, но уже не первой свежести. Сколько он? 20-40 сантиметров. Вот такой вот налимчик. Пойдет. С кашей собачкам пойдет. По-любому. Так что не зря все это, если найдем. А, кстати, он попал-то не на ерша, а на червяка попал. Вот так вот. Клюнул на червяка, так что можно насаживать на червей. Так, это сразу сюда. Собачкам. Все, больше ничего. Снимаем дохлых ершей. О, плесканулся язек. И еще здесь у меня на червя был один язек. Так что переставляем. О, ёрш живой еще. И потом это сегодня я не взял червей. Попробую поймать где-то ершей и насажу потом на ершей. Налимчик есть, значит будем ловить его. Здесь второй продольник.
И здесь воды мы видим, что еще меньше. Вообще обмелел. Вот он груз, я его вижу. Вот она моя веревка. И сейчас мы посмотрим, что-то было или не было. Тут продольник мы насадили. Вывели его немного на середину. Так, ну что? Что скажешь? Так. Что-то даже вроде бы натяжечка есть какая-то. Ага, что-то даже дергает. Опа, вот он прыгнул. Что-то прыгнуло. Что-то есть. Куча дохлых ершей. Ерши подохли. Никто их не хотел кушать. В смысле налима. А последний крючок с червем. Что-то там попало. Походу хорюзок. Ага. Так, ну что, попробуем так, без сачка. Хариус. Друзья, вот такой хариус. Клюнул на червя. Красавец. Не сказать, чтобы такой крупный, но и не мелкий, нормальный хариус. Ну вот, ловим налим, а попадает все подряд. Язи, хариус и налим. Нормально. Так, что у нас есть ершей, короче, наживляем, отпускаем. Пока выключаемся. Рекламная пауза. Так, ну вот и наш крайний продольник. Глубина немного есть, но там дальше все мелко. Вон. А там вообще уже остров получился. Тут песчаная отмель. Тут типа переката что-то, а тут к берегу заглубление. Небольшое, посмотрим. По идее, вообще его надо переставить в другое место. Ну ладно, пока некогда. Да и живцов осталось у меня 2 ерша только. А я даже сегодня червей не взял. Смотрим. Смотрим. И видим, что зацеп. Зацеп. Или зацеп, или засыпало. Непонятно. Но рыба вроде бы есть. Ага. Рыба была. Был налим. Вот такой, друзья, был налим. И уснул. Так что. Так, смотрим, на что попало. Ага, маленький крючок, значит, попало опять же на червя. Этот даже покрупнее того. Вот такой вот налимчик. И все. Остальные ерши целые. Почему-то ершей брать не хочет налим. Или крупного нет, или что, я не знаю. Берет на червя. Жабры еще розовые, пахнет свежаком, но уснул он уже, видать, вчера. Пойдет собачкам. Так что налима мы все-таки поймали. Пусть не... Так, нет. Нет, он, друзья, попал на ерша все-таки. На ерша, на ершовый крючок. И он покрупнее, чем тот на червя. Это, конечно, не те размеры, на которые я рассчитывал. Но ничего. Пусть стоят, может что-нибудь да еще поймают. Так, насаживаем 2 живых ерса, что есть у меня, и отпускаем. Пусть здесь постоит
Ничего страшного, что мелко. Дно здесь мелкие галька, каменисто-песчаные. Налим здесь, может быть, будет проплывать еще гулять. Может быть, да что-нибудь еще и клюнет. Все, ну а пока выключаемся. Наживляем, отпускаем, едем на перекат. Ну вот, друзья, мы и на перекате. На этот раз сегодня я решил рыбачить на дорожку. Это тот же самый, те же самые мушки, только без кораблика. А вместо кораблика на крайнюю мушку я прицепил блесню. И вот не успел я отпустить ее. Сразу же при спуске вот попал вот такой вот хариус. Вот он на такую блесну попал. Вот. Ударил жадно. Так что, надеюсь, мы сегодня еще и харюска поймаем. Вот, друзья, вот такая вот блесенка. Налевочка. Так, что за блесна-то? Аглин какой-то. Мэпс. Налевочка. И те же мушки. Просто вместо кораблика на крайней пустил блесенку. Не успел отпустить, сразу же удар. А так просто вот хариус не плещется. Я уже думал, зря я сюда приехал. Хотел ехать пробовать окуня. Думаю, а дай-ка попробую на дорожку. И вот сразу поклевка. Так, едем дальше. Так, на дорожку у меня тоже ни хрена не клюет. Решил собрать вот такую снасть. Впервые, кстати, это тирольская палочка, так называемая. Не знаю, правильно ли я сделал. Вот, на основной поводок вот мушка одна, мушка вторая. И на третью я нацепил эту блесенку налевку. Что, попробуем? Как на эту снасть ловят, я видел, но сам еще не ловил. Сейчас мы это будем пробовать. Впервые, кстати. Друзья, вот и поклевка. Что-то клюнуло. Хариус. Хариус взял на блесну. Вот такой вот хорошенький хариус. Взял на блесенку. Опять же, он красава. Так, и наверное я... Блин. Погорячился вот с этой мушкой. Блин, отводной поводок. Ладно. Лишнее, слишком высоко получается. Ладно, дома завтра перемонтирую. То есть не завтра, а сегодня вечером. А так вот на блесенку хапнул хариус. И это радует. Поднял якорь. Сплавляюсь самосплавом. И откидываю. Ну тут как бы не перекат, тут плес каменистый. Ну вот, друзья. Темнеет. Ничего больше не клюнуло. Короче, можно подводить итоги. Наш сегодняшний улов составляет вот такой вот красавец хариус. Раз, два, один чуть поменьше, три. И вот такой вот язина. Вот такой вот язина. Здоровенный, под килограмм, наверное, точно будет. Клюнул нерша. Ну, еще два налимчика. Вот раз. Тоже. И где-то второй там поменьше. Это собачкам. Вот.
Килограмма 4, наверное, точно. 3 точно есть. Так что не зря выезжали. Мы сегодня с уловом. Но сейчас не будем тратить времени. Поедем в кусты, посидим в надежде, что добудем уточку. Все, поехали. Встречаемся в кустах. Так, друзья, вот мы и на позиции. Стою в кустах без всякого шалаша, без ничего. Можно сказать, на открытом месте. Утки вот любят это место. По крайней мере, они отсюда почти всегда поднимаются. Будем надеяться, что они также сюда и будут садиться. Сесть-то, конечно, они не сядут, но при подлете попробую сбить. Ждем-с. Ну что, друзья, видимость 0. Пора закругляться. С кустов ушел. Уток нет. Прозвучало 2 выстрела только за весь вечер. Короче, вернулся к лодке. Ловлю ершей. Одного уже поймал. Сейчас до темноты сколько успею, столько надергаю. Закину их в садок. Вот такой вот ерш. Вот таких вот ершей ловлю. Как раз ерш для насадки. Не крупный, нормальный ерш. Так что, друзья, давайте прощаться. Всем пока и до встречи на реке. До встречи на следующей проверке наших продольников. До свидания.